28 февраля исполняется 95 лет со дня рождения выдающегося сына Якутии, народного художника Советского Союза Афанасия Николаевича Осипова. Его творчество – это ярчайший пласт отечественной живописи. Благодаря его таланту художественное искусство Якутии обогатило многонациональную культуру страны, в этом нет никаких сомнений. Всей своей душой, своими крепкими корнями Афанасий Николаевич был связан со своей родиной. И в своих произведениях он отразил впечатляющую картину жизни нашей суровой земли, ее историю и настоящее. Творчество мастера многогранно. Его невозможно охватить и осмыслить по каким-то отдельным канонам. Для меня высота таланта Афанасия Николаевича Осипова заключается в том, насколько ярко он запечатлел силу духа людей Якутии, их искренность, целеустремленность и мужество. Афанасий Николаевич всегда считал, что искусство не стоит на месте, оно развивается вместе с обществом, вдохновляя людей на созидание. Многие годы он был президентом Академии духовности республики. И сейчас мы понимаем, как много было им сделано для укрепления нравственных ценностей, для формирования в нашем обществе гражданственности и патриотизма. Выдающийся художник и мыслитель, истинный сын своего народа, Афанасий Николаевич Осипов оставил нам великое наследие. И мы должны с огромной благодарностью сохранить его произведения, сохранить дух его творчества для наших будущих поколений. 28 февраля 2023 года мы отмечаем 95-летие академика Академии художеств СССР, народного художника СССР, почетного гражданина Республики Саха-Якутия, горного улуса Афанасия Николаевича Осипова. Мы гордимся своим земляком, человеком, который родился в Мытахском наследии, западно-кангаласского улуса, ныне горного района. Афанасий Николаевич являлся руководителем Академии духовности нашей республики, внес существенный вклад в развитие изобразительного искусства, креативной экономики Республики Саха. Афанасий Николаевич Осиповы мен 1999 жылдаққа студенттік едемін Якутскайдағы Государственный университет культурной кинегер амбастан көрбүтім. Онны кене сығана тақсан туран бұл нютча культуратының искусствотын күннерігер құдуғынық бұғытнан онна сақа интеллигенциятын чағылқай представителінің бұғытнан чаттар онна мустуғыт жон ғылжыттар индергер тылап биті, онна мақмаған костюмнях сырдықнан сыдяяр күдік атырбыт сақайрын құдуғыныға академика биттен амбастан көріммен олыс тем ылымытым онна кене қартыналарын әрі көрер болдақпына бұл Афанасий Николаевич Осипов академик художник код богиндера биттен амбастан көрбүтүм жоллох эппиндияныбын Афанасий Николаевич Осиповтун кене дойдутугар мытакка тие басайдыбытым сака кейтин быытынан айылгана улус чугастык ылынарын онна айылгандан олорун кайдары ылымытым жери теханада. Оныттан Афанасий Николаевич бу бәтин галереятыгар бияканан бу экскурсия омурбута кепсайбыта онно самый жан калбытым ден кене бу туру үлехет тегеригер олорор видеодулахтырын эбетер бу сакахирин сайдытыгар бәлерин кылаттырын килдерен бу үлехет жон үлән камсан беги сайдыбытын сообутун испитин оңороллорун кене кепсайбыта. Афанасий Николаевич Осипов многие десятилетия определял своим искусством развитие живописи в Якутии. В каждом жанре он сказал свое яркое, веское слово. Достаточно вспомнить такой жанр, как портрет. И, наверное, сразу мы вспоминаем групповой портрет народные писатели Якутии или художники Бурятии. Также в жанре пейзаж, конечно,
Это в первую очередь горный, северный пейзаж и обращение к мотиву солнца, который находится в ауре. Не случайно вот мотив гала, круга вокруг солнца, стал излюбленным сюжетом в пейзажах Афанасия Николаевича. В этом мотиве он видел образ гармонии мироздания. И как раз природа Севера давала ему ту силу, ту мощь восприятия картины мира, ясной, гармоничной, которая ключевым таким мотивом идет по всему творчеству Афанасия Николаевича Осипова. С первых своих шагов в живописи Афанасий Николаевич обращается к жанровой картине и поднял ее на очень высокий уровень, начиная с дипломной работы «Изгнание шамана» и заканчивая последним крупным многофигурным полотном «Праздник оленя». Ну, еще мы, конечно, вспоминаем правление колхоза, Чурапчинская школа, его триптихи, такие как «Седой Вилюй», «В краю предков», картина «Коневоды белые ночи», картина «Мунха. Праздник подлетного лова». Каждое произведение является определенным этапом в развитии живописи Якутии. Дорогие друзья, я хочу поприветствовать всех участников сегодняшнего вечера, посвященного памяти народного художника, академика Российской академии художеств Афанасия Николаевича Осипова. Я держу в руках его фотографию, смотрю на его лицо и вижу красивого, умного, сильного человека, открыто улыбающегося миру. Я встретила его таким в 70-х годах, когда мы вместе начинали работать в Союзе художников России. В эти дни 2023 года ему бы исполнилось 95 лет. Но сегодня его нет с нами. Но для меня он никуда не ушел, он всегда рядом. Нас связывало большое искусство, которому мы служили, начиная с 1970 года в Союзе художников и в Академии художеств. Мы много вместе работали, много вместе ездили, открывали выставки, проводили выставкомы, проводили встречи. У нас было очень много интересных конференций. Ну и просто сложились за эти годы работы совместные, сложились просто добрые человеческие отношения. Я наблюдала Афанасия Николаевича всегда за работой. Я видела его, когда он писал этюды на природе. Я наблюдала его в мастерской, когда он работал над большими полотнами. Афанасий Николаевич всегда делился замыслом. Как-то обсуждали мы его темы будущих произведений. Он говорил о своих сомнениях, о чем-то мы спорили, ну что-то, может быть, подсказывали друг другу, но он всегда находил свой путь и всегда, в общем-то, реализовывал свои замыслы. Вот это была главная его творческая черта. Он был счастлив, в общем-то, в своей жизни, и особенно в те часы, когда занимался творчеством. И старался не потерять ни сколько времени, ни минуты времени, можно сказать. Он работал постоянно. И работал даже тогда, когда казалось невозможно было бы выкроить это время. Когда мы ездили по городам, проводили выставками, он все равно находил время обязательно написать этюд. Пусть небольшой, но оставить впечатление о поездке, это было для него самым главным. Он ездил много с делегациями, с различными миссиями, выступал
и у нас в стране, и участвовал в международных поездках, и везде всегда он писал свои этюды. Ну, нужно сказать, что творческая биография Афанасия Николаевича началась в 60-х годах, сразу же после окончания Суриковского института. В 1960 году он уже принял участие в выставке «Советская Россия». Афанасий Николаевич уделял очень много внимания Якутии, уделял очень много внимания произведениям, связанным с якутским народом. И Якутия, по сути дела, стала главной его темой. И его, в общем-то, творческая такая уже насыщенная жизнь началась именно с 70-х годов. Он создавал свои произведения, которые всегда занимали ведущее место на выставках. Это прежде всего правление колхоза, якутские борцы, тренер Коркин с учениками. Наконец, он писал триптихи, чтобы глубже раскрыть свою тему. Я помню, когда появился его триптих «Седой Вилюй», «В краю предков». Замечательный портрет в 1974 году появился на национальной выставке «Советский Дальний Восток», групповой портрет якутских писателей. Затем появилась работа «Коневоды. Белые ночи». Он писал монументальные полотна, посвященные якутским праздникам, Исаах и празднику Мунхе, зимнему подледному лову. Искусство для Афанасия Николаевича не было средством развлечения. Это было, пожалуй, гражданский долг перед своим народом. И когда он задумывал новую тему будущего произведения, он всегда чувствовал ответственность, задумывал долго, иногда подолгу искал своих героев. Вот. Я помню, как появился вот его праздник Исаак. Вначале было очень большой эскиз, потом было полотно, потом, наконец, он воплотил этот праздник в замечательной росписи в Якутском музыкально-драматическом театре. С его именем связано развитие не только изобразительного искусства в Якутии, но и развитие изобразительного искусства на всем Дальнем Востоке. Он много уделял внимания развитию всех жанров изобразительного искусства, всех видов изобразительного искусства. И особое внимание, начиная с середины 70-х годов, он обратил на развитие народного искусства, потому что понимал, что Дальний Восток и Крайний Север населяют многочисленные народы, имеющие свою большую художественную, историческую культуру. Энергичный, целеустремленный, он располагал к себе людей, располагал к себе художников. Нужно сказать, он завоевал авторитет среди художников, среди своих коллег, потому что он был достаточно строгим в своих высказываниях, но вместе с тем и доброжелательным. А самое главное, он был честным по отношению к каждой работе, когда представляли работу на выставкоме. Он много внимания уделял молодым, поддерживал и очень хорошо чувствовал новое в творчестве молодых художников. Нужно сказать, что Афанасий Николаевич всегда отстаивал интересы художников. И в этом плане он быстро принимал решения. И в разговорах с руководителями администрации, с партийными руководителями он был очень настойчив в том, чтобы молодым художникам выделялись мастерские, чтобы строились выставочные залы, обращал внимание на развитие изобразительного искусства во всем абсолютно регионе. У Афанасия Николаевича было очень много друзей
И он поддерживал очень теплые и тесные связи и с художниками региона, и с ведущими художниками Москвы и Ленинграда. Поэтому на выставкомах всегда были представители этих больших, интересных творческих союзов. Ну, не раз он повторял, конечно, что счастье человека – это прежде всего его любимая работа. И его жизнь была, конечно, наполнена творческой энергией. По-настоящему во всех делах это был творец. Афанасий Николаевич считал, что искусство является частью духовного мира, но этот духовный мир не должен быть таким, ну, как бы застывшим. Вот. Человек должен постоянно развиваться, и должен этот духовный мир постоянно вслед за развитием, вслед за самоусовершенствованием человека, то же самое развиваться вместе с ним. И, конечно, сказать, художник должен всегда чувствовать ответственность вот, за то, что он делает, ответственность перед народом, ответственность перед большим искусством. И масштаб личности Афанасия Николаевича выразился, конечно, в его творчестве и в работе первого президента Академии духовности Якутии, которая, пожалуй, единственная академия духовности, которая существует в нашей стране. Ну и в заключение мне бы хотелось сказать, что Афанасий Николаевич прожил долгую жизнь, и я в своей памяти храню глубокую к нему привязанность. Спасибо за внимание. Я 15-й по счету председатель Союза художников Якутии, а Афанасий Николаевич был по счету 9-м. Он работал с 79 по 91 год. Но вот что поразительно, когда я бываю в Союзах художников других городов России, вот в прошлом году была в Москве, в Хабаровске, в Красноярске, при слове Якутия все сразу вспоминают Осипова Афанасия Николаевича. Относятся к нему не просто с большим пиететом, с уважением, но еще и с большой теплотой, симпатией вспоминают о встречах с ним. И, конечно же, Афанасий Николаевич, он особенный человек, который сочетал в себе качества первоклассного художника и великолепного общественного деятеля. Тем не менее, я бы, конечно, остановилась на качествах его именно как художника. Не случайно в советское время он сделал, как сейчас выражаются, карьеру в Союзе художников СССР сначала, потом РСФСР, когда он был сначала членом правления Союза художников СССР, и в конце он был уже председателем выставочного комитета по Дальнему Востоку, по зональным выставкам. Вы представляете, насколько высоким авторитетом нужно обладать, чтобы художник из Якутии возглавил выставком целого огромного региона. И я думаю, это не случайно, и тут дело не только в его личном обаянии как человека, а в его высочайшем профессиональном мастерстве. Афанасий Николаевич был приверженцем социалистического реализма. Это течение в искусстве, которое не просто этап, который в свое время был и прошел. Нам еще предстоит оценить всю мощь, всю глубину этого направления. И понять и оценить его гуманистическую основу, да, его светлую направленность. И все творчество Афанасия Николаевича говорит о том, что он был горячо убежден в идеологической основе своего творчества. Не случайно, что его работы насчитываются сотнями, и все они высочайшего профессионального мастерства. И вот это мастерство, да, и вот эта убежденность в своих идеях поднимает его на такую высоту, что он и сегодня пользуется большим интересом и уважением не только у зрителей, но и у художников, что намного труднее. Сегодня мы отмечаем 95-летний юбилей художника, педагога, мастера Афанасия Николаевича
Осипова, великий художник своей эпохи. Для Арктического государственного института культуры и искусств личность Афанасия Осипова знаковая. В 90-х годах, благодаря первому президенту Михаилу Ефимовичу Николаеву, в нашей республике открылись филиалы известных российских вузов. Это был своеобразный период становления высшего образования в области культуры и искусства Якутии. В 1994 году в Республике Саха-Якутия открылся якутский филиал Красноярского государственного художественного института. Его возглавили известные художники Якутии. Первым директором филиала стал Иннокентий Афанасьевич Потапов, первый искусствовед. Афанасий Петрович Мунхалов заведовал отделением графики. Афанасий Николаевич Осипов возглавил отделение станковой живописи. Создание вуза это дело, конечно же, очень сложное и ответственное. Особенно это мы, когда вспоминаем сложные 90-е годы. Он был убежденным сторонником традиционной реалистической академической школы рисунка и живописи. Сейчас на кафедре Арктического института работают преемники Афанасия Осипова, которых он лично собрал в команду кафедры. Мария Афанасьевна Рахлеева, Артур Дмитриевич Васильев, Марианна Михайловна Лукина, Дюлстан Афанасьевич Байтунов. Наш Арктический институт на данный момент реализует две программы специалитета. Это станковая живопись и графика, искусство книги. Студенты обучаются долгих 6 лет. Осваивают российскую реалистическую академическую программу, пишут портреты, пейзажи, изучают технологии живописных материалов, строят композиции и бесконечно открывают и вдохновляются творчеством великого мастера, профессора Афанасия Николаевича Осипова. Гениальный художник опережает время на многие годы. И именно сейчас мы видим, что наступил момент истины. Вечные ценности, которые транслирует в своих произведениях Афанасий Николаевич Осипов, в наши дни очень актуальны. Кини теряхен организатор болота, анда өсүлларга футбол линиятынан болдун, туакта линиятынан болдун, туака колоинтерге бартер үч көмө болан ите ара сүттүнөн бартынан авторитетта улаган киһи болан кини ака колоинтернигер өлбөгө туана агала атабыта. Ол курдук ите мини дүйүнө футбол линиятынан улаган терилте аллан билейдибита футбол материалын базатын тупсарыга материалын качига усту кемнерге тогон сылдарга сөйлөндө материалына качига личный апазикас докудойник художественные материалları илleri обеспечиванерга системаны тени хатарта. Я, в общем-то, благодарна судьбе за то, что она мне подарила встречу с Афанасием Николаевичем Осиповым. И не только встречу, а дружбу. Потому что, когда мы познакомились, он уже был известным человеком, художником, известным не только в Якутии, но далеко за ее пределами, за границей. А я только начинала писать стихи. Но он сразу же принял меня как человека, который как бы продолжает линию его старших братьев. Это братья Даниловы, его земляки, они из одного Аласа, Семен Петрович и Сафрон Петрович Даниловы, народные писатели Якутии. Он боготворил их, он очень часто вспоминал, и для меня Афанасий Николаевич как бы был живым звеном между моими учителями, которые ушли из жизни. И мы как-то так совпадало, что часто ездили вместе в Горную Луз, и по дороге, дорога, в общем-то, не очень близкая, мы всегда разговаривали о жизни, разговаривали о том, как он поехал на учебу в Москву. У него были прекрасные воспоминания
И нигде он не вспоминал о том, что ему было тяжело, трудно. И даже какие-то моменты, которые случались у него в жизни, ну, такие достаточно сложные, безвыходные, он всегда это окрашивал оттенком юмора и иронии. Афанасий Николаевич Тымбеге билсибит Даниловтар немете. Икинерге олус чугас браттарын көрдік. Олық чугас билге брахниктыр, билге кәпсетер жоннар етілер. Мен ити кинлер эйгелергер олық эрдеттен сеттуаны сыллар ортолығар келбітім. Онан Афанасий Николаевич дөрін-дөрінді болар олық бәбіт чугас жон бұғытынан көссөрөтө бит. Афанасий Николаевич бәзі де кейі бұғытынан әлеккея кәпсетініңе де үтіо кейді. Мен өйбір қалан қалбы дебит бұл чөркі аққа кіне ити атырар чөркі ақ таңыратын жетін урухуйдур кемигер. Хитинне чөркі аққа мен ағыниян тариямын наға чуайдық бейгенді көссен, кәпсетен, чайдан аспыппыт. Ол қалан қалбыт. Онтан келем возрождение ден фондаға мен фонданы териян, халаян үйеті хәлямын художниктар олық өрақын болғаннылақтарын мұны үйеққа ден художниктар әйнілерін атылы әр компанияны терей бітім. Олонна мен ол председателя боламын Афанасий Николаевич онна Афанасий Монқалап боламын бі үйен художниктар мастерскайдырын кериян қартыына талан бейді художниктан бейді иккелі хорокторуттан үстүй қартыынаны атылас бұппыт. Қартыыналары сыналағынны художниктар бәдірім туспат урухүйдур немаларын, манераларын сыналағыны менанна үшөйдік өйден қалбытым. Онтан кәлін 97-лаққа Духовность академияте терелли битигер Афанасий Николаевич президентнен талылы бұта. Мен боллана 97-лықтанылла олық кене олықтан барғар дере вице-президентнен икен бейге үлләбіп бит. Мен самиқ бар онырта жонды етелерінен наға тахарылы ақтық, наға чугайдық үлеләбіп бит. Оннан ол кәм тұғынан өйді білден тұрар меға қалан қалбыды. Білден тұрар итекем ұстатығар горнайға таққан юбилейнай ғақтарға, беле түгенлерге, Даниловтар юбилейдергер күтті, оны тірәхін. Ол бұғығар Афанасий Николаевич бәйтін юбилейдергер әме бартын олық мен бұсталы вақты әлбәкке бартығар бірге сылжы ұппыт, онна олтығынан өйді білмеға қалан қалбыт. Афанасий Николаевич бұл қартыналарын сынағыт бұғытынан кені меген олыс сынағыр еті ән нағач өйдік меген өйдігін сынағылығын ден. Оны болла мен күріп кені жәбі еретім, төкілер етім. Мен саға салан ке, оны қанта менен өйдемейден, хоқ әне демеден. Daha şeydik kine ılınlar eteminin. Onunla biteheger kine kartınaların atların miyaka ite gayar ete. Kartıska tühere miyaka gitar ete. Onu demin tokuydan ba bitti kartınaga at verir etim. Onlardan bilden turar Afanasий Николаевич kim biddeten turar miyim. Bu Nikolaevich min ayarlever orahar diyebiliyor. Min örükörü düşbütüm. Kayda orahar. Onu ontuğata vallahi bilimin kinni komandirovkaga nar itahat üretim tuakka. Orduk min Tibet kayaların uruhuydurga, kaylas kayatın uruhuydurga, Himalay tematın uruhuydurga. Onna cemin kaseme hılım elce turulahan mökkühen
кинне ол командировкаларга ыталы хилли бутум онна ол түмүгәрете өлбәт сүппәт хөттәх картыналар. Кая темата мен саныяк бар ситен котон тагыста онна ки диктирген сөгөн ен бу сакаһерин каялара ордук исқохоннан тақсыбыт көрдүк болалар. Демин алан билен турар. Мен биле Саланки Афанасий Николаевич курдук улуу художник айрылы тигер орас путтан онна кананеранна оны сабыдалла путтан на йөребин онна усанан Афанасий Николаевич кытта бирке алтыхан кини на чугас кини на итегаяр кейте болан эбипиттен мен олугум би самый кен туттулар түгенеден бейдек бумар. Афанасий Николаевич, он всегда его поражал цвет. Неожиданно он увидит что-то такое, вот просто загорался желанием тут же написать, тут же сделать этюд, как он выбирает место. Вот ему захотелось долину, равнину, и вот мы переехали через Лену, там на лодке нас перевезли, и по этим горам, там, ну, они все-таки высокие, не такие, с этюдником, да, с этими папками, лазать очень тяжело. Потом я уже от этой идеи отказалась, я уже писала, ходила сама, находила такие точки. Вот, а Афанасия Николаевича его ничего не останавливало. Если он захотел нарисовать, написать именно это место, то он прямо шел вперед. Татьяна Георгиевна, мен боламыт Афанасий Николаевич Осипов декеттерин оттон тухаян эттакка Афанасий Николаевы алтын сыллаттан колор билебит. Той тахындык очо эдде бисип биттен Татьяна Георгиевна бе очолорго 1962 жыллахы мен художественное училище кирбитим. Онтан Татьянам кирбите, мон халакка öğrenmite, мен кимге öğrenmite, Leonid Alexandrovich. От береметтен жебе Афанасий Николаевичтин алтыхар, көссен, кепсетер, кені хүрдах тух, оқсайтылы бұлар бұ әдер халашы, әдер кейінген дейін арарбады сөп айтық өрен көтен, тәңнән күртік күртік кепсетер болар. Оны Афанасий Николаевич мен бири олор белети көрбүтүн дегени ол хотар дыстыта олус күйүштө ады. О курдук туак бар ханы бүтүн биле көрө хатан машинады да ыйдерете беттахай уус бетин подаранниктарын баги картыналары багияттарын бардын бете жетигер оңорерде устан Дагестан, Устурстан. Афанасий Николаевич bu kemlerge heveske hana hakayere haydak hayduktum bütünütün kabanılan suruy bukke kartına oran tahar bu kiştenen kraskanan ruhuydan andoyduğa atırdığı kodoğunluklar bututtan bir destere şullara boğalar. Kodoğunluklar şöyle diyen ayıkhanı, ol ayıkha, olurur, ol ayıkhattan, aha sen tanınan heccar canı, kemitte kemigerim, bastıntan bastınların, üşüveytten üşüveytlerin, üşüvey diyeлекleri, üleğe taksılah, üleğet canın, sürdüğen diyen tabatayanan uruhuydu. Eder eddähten kotundan neyin tabahatlarına hıccan. Uruhuyduron toğ kelin ontugaya ide ostan. Otoydağını ölmekaniye hayalarına yiyinlerine dabaytalar hıccan. Uruhuydatalı bolar et. Etiye bağırırlar. Афанасий Николаевич
Тоқты білі сақа, жиннақ сақа кейті болар серіне. Balık sütleri, onda bu ıhığı, sımdak bu da hüdda. Törevi güne, törevi sıvıver, hep de her şey bas, sıkıya umluvat sık paralara. Hanna çiotnayda, iki daha az. Haka, ayıl kata, bete, ana minen bir biki, onda uhun üyelenen, südde ve kartınanı, onların barcanı var. Bela uğuna hallar bıkı. Adam bir hikiyen tuttavı. Bir antan yörevit. Bir attı bitiler. Kolavur ben badurus putum. Kihini kadar baduru harın kurdu. Afanası uyban diyen. Kepseler eti viccan. İstivetiye beyek kadar. Adam ya hüddak kündü giyiyor. Onda bir saka yanıyor. Marıvıtır dağını. Kere kündü giyip boğalar. Афанасий Николаевич, Багывалары. Раньше у меня была первая специальность, моя была геология. Я окончила Московский университет имени Ломоносова и приехала в Якутск. И в это же время приехал тоже, окончив Ленинградский университет, мой муж будущий. Мы с ним поженились в 60-х годах. И с этого времени практически и мы знакомы с Афанасием Николаевичем, потому что дача моего мужа, его матери, была рядом в то время, еще на Саргеляха была рядом дача. Но мы тогда были геологи, и у нас разговоры, особенно об искусстве, тогда не было. Как знакомые обычно бывают, соседи. Владимир и Афанасий, они очень любили играть в шахматы. Еще там установили теннисный стол наверху, около леса. Вот так проводили время. А потом мы вдруг, не вдруг, конечно, мы очень постепенно перешли к искусствоведению, стали искусствоведом, получили специальность, уже окончили факультет теории истории искусства Академии художеств Петербурга. И Афанасий Николаевич удивился: вы же были геологи, теперь вы наши коллеги. Но это так, не было такого как бы упреком, наоборот, радостно. Он вообще человек всегда был очень жизнерадостный, все воспринимал как-то восторженно. Я бы даже сказала слово «восторженность» — это натура Афанасия Николаевича. Всегда он с восхищением на природу, на всех, на детей. Никогда не указывал какие-нибудь отрицательные эмоции. Вот эта черта, как-то я сразу тогда обратила внимание. И, наверное, человек, который влюблен во все, и в природу, он и есть настоящий художник, очень эрудированный, всесторонне развитый. Не просто как художник, с ним можно было говорить на любую тему. Человек, который знает мир, и человек, которого знает мир. Художник Афанасий Осипов заинтересовался моими сюжетами, моими идеями, как реализовать, развивать свое видение в форме сюжетов, в форме письменных произведений, кино, сценического искусства. И попросил он меня присесть, чтобы мог он меня нарисовать. Я с большой радостью и со счастливыми ощущениями сел позировать. И выдающийся якутский художник быстро набросал меня, кажется, на бумаге, или же сразу же на холсте он это делал. И когда я приехал во второй раз в Якутск, увидел себя в виде картины Осипова. И считаю, что эта картина одна из самых удачных портретов, моих портретов, вообще написанных разными художниками в разные десятилетия моей жизни. И на днях я ночью смотрел телевизор, и там показывали Осову Хай, так кажется,
якутский общенародный праздник. Я бывал на этом празднике и даже молоком лошадиным освещал деревянные идолы якутских духов. Освещать едой память предков в виде идолов свойственно и нимфам тоже. Тех моих друзей, моего поколения, которые сумели каким-то образом мои художественное мое видение воплотить через сцену, через бумагу, через видео, через кино. Я чувствую, что все-таки радость на меня навевает ветром молодости, ветром вечности. Я совершенно забываю, что мне через 2 года будет 90 лет. Хожу, смотрю на мир, сижу, пишу, вот. Иногда перевожу на нивский язык произведения мировой классики, русской классики. Рада всех приветствовать. Я Анна Осипова, Арлтон, дочь Афанасия Николаевича Осипова, Луги, величайший художник всех времен и народов. И в этот юбилейный год хочется еще раз вспомнить его добрым словом, выразить его огромнейшую сердечную благодарность за весь тот опыт, который он передал мне. Как сила духа этого маленького мальчика из далекой глухой деревни в Якутии в те смутные времена, как он добрался до столицы нашей Родины, Москвы. Он рассказывал, целый месяц добирался, и каких только приключений у него не было на пути. И как этот маленький мальчик достиг невероятных высот, нет, наверное, ни одной награды в нашей стране, которой бы у него не было еще при жизни. Это академик и народный художник. И все люди, которые помнят, знали его при жизни, они все вспоминают его добрым словом, все восхищения его жизнерадостностью, его искренностью, его любовью, добротой. Вспоминая наши совместные походы, пленеры по Индигирке, Мома, хребет Черского, я теперь понимаю, что это были не только уроки живописи, когда из огромного пространства нашей природы нужно выстроить серию картин линией, цветом, движением, отношением неба, земли, воды, но также это были уроки выживания в условиях севера. В дальнейшем этот опыт, да, мне помог, что нет ничего невозможного. Всегда в любой ситуации есть выход. Это вдохновляет, восхищает. И я думаю, его жизнь послужит примером для всех и для будущих поколений в том числе. Нужно изучать, углубляться в жизнь, биографию, исследовать, как он любил эту жизнь, как он много путешествовал. Он никогда не сидел на месте, он объездил весь мир, он обожал горы. Когда потом уже не было возможности по здоровью ездить на крайний север, то есть горы Альпы, есть горы Тибета, Непал. В общем, этих высот не только предстоит достигнуть, но это очень сильно вдохновляет. Я вас всех поздравляю с этим величайшим праздником. Рада всех вас видеть в Мытах. Привет! Встретимся еще на выставках. Сейчас у меня проходит выставка в Санкт-Петербурге в библиотеке имени Лермонтова. Это дворцовые интерьеры усадьбы Мусиных-Пушкина. И вот мои картины великолепно здесь живут. Все, всех обнимаю.